Господин Онищенко, с которым вы встречались, и вот как бы совершенно там рабочую проблему решали, заявил, что Россия приостанавливает все договоренности, которые были достигнуты на вашей встрече, из-за того, что премьер-министр Николай Янович Азаров и министр иностранных дел Константин Иванович Грищенко, каждый выступили с достаточно жесткими заявлениями по сырной проблеме. И все, говорит Геннадий Григорьевич, договоренности юридически несложные до тех пор, пока Украина не предоставит объяснений. Азаров говорил про то, что все это дело рук российских лоббистов, которые видят в украинской продукции конкуренцию своей продукции, а господин Грищенко заявил, что типа от решения по поводу украинского сыра самим же россиянам хуже. Ну, смысл такой, что еще поплачут. Я вам скажу так, что на сегодняшний день я все-таки продолжу наш вопрос, который вы мне задали, ответ. Что да, мой визит был до Российской Федерации. Первый день я встречался с Росагронадзором и по вопросу не поставки сыров, а по вопросу открытия новых предприятий для экспорта мясной продукции на территории Российской Федерации. И было достигнуто, и мы получили разрешение на поставку мяса птицы с 2 предприятий наших крупнейших и поставку мяса свинины тоже с 2 наших крупнейших предприятий. То есть сегмент и количество компаний, которые будут работать на российском рынке, мы расширяем. И объемы мы увеличиваем. Что касается обратно вопроса сыра. Я все-таки еще раз обращаю внимание, что каждая страна вправе защищать своего потребителя. И здесь тоже то же самое. Здесь рабочие процессы. И не было у нас таких недопониманий, что кто-то категорически или демонстративно отказался меня принимать. То есть мы плановые встречи состоялись, как мы и планировали. И на этой встрече было достигнуто понимание того, что план работы для того, чтобы снять вот эту проблему. Первое. Мы, наши компании, 3 компании всего приостановлены с 18, которые экспортируют сыр в Российскую Федерацию. Наши компании все. У 15 остальных проблем нет? У 15 остальных на сегодняшний день проблем нет. На сегодняшний день. Но Роспотребнадзор начинает тестировать, Роспотребнадзор отобрал 285 проб и тестирует их. И на сегодня, что мы взяли на себя взаимные обязательства? Это мы, наши компании. Все, нет никаких обязательств, как говорит Онищенко. Все как бы аннулировано все до тех пор, пока вы не разберетесь по новой. Значит, взаимные обязательства. Наши компании дают технические регламенты, дают стандарты, дают ГОСТы. Они дают, а Онищенко не берет. Теперь типа ждет извинения от Азарова и от Ну, давайте, эта информация интернетовская, тем более, что она была только, вы говорите, когда мы здесь в студии были. Вот. А все-таки мы будем давать технические регламенты. После этого рабочая группа, то есть комиссия, Роспотребнадзора выезжает для инспекции наших предприятий. И в первую очередь тех предприятий, на которых приостановлен экспорт сыра до Российской Федерации. И понятно, что после инспектирования, если будут определенные замечания, будет задача предприятий их устранить. Если не будет замечаний, сразу будет снят запрет на экспорт. То есть пока что запрет на экспорт остается вот с этих 3 предприятий? С 3 предприятий однозначно.